Здравствуйте, дорогие граждане! 30 числа пройдет митинг в 14:00. Я бы хотел рассказать, чем обусловлен этот митинг, в чем является необходимость в проведении митинга, а именно в рамках государства нашего. Дело в том, что мы живем в демократическом государстве, и согласно Конституции мы пытаемся выстроить то государство, описанное в нашей Конституции, то, каким оно должно быть. Я бы хотел подчеркнуть две важные вещи, указанные в нашей Конституции. То, что у нас народовластие и демократия. И народовластие и демократия, они должны иметь свои практические проявления. И митинг является таким практическим проявлением, я бы даже сказал, необходимым для того, чтобы построить современное демократическое государство. Мы прекрасно знаем, что у нас президентская форма правления, она имеет свои определенные уязвимости. Эти уязвимости, они, как правило, отражаются в том, что периодически власть начинает становиться абсолютной. И для этой власти необходим сдерживающий фактор. И наше общество, можно сказать, гражданское общество, либо протестная часть общества, они являются этим сдерживающим фактором, который не дает власти идти по пути узурпации, ограничивая наше государство и не делая эту власть абсолютной. Поэтому я хочу сказать, что участие в митинге оно необходимо, граждане должны проявить активность. Мы приходим на митинг не для того, чтобы поддержать каких-то конкретных людей. То есть проведение митинга оно не должно носить некий персонализированный характер. Митинг, он для того, чтобы сохранить наше государство, необходим. Поэтому 30 мая в 14:00 я бы хотел, чтобы каждый, кто переживает за свою страну, болеет за свое государство и хочет, чтобы в нем развивалась демократия и свобода слова, и митинг, он является таким сдерживающим, необходимым механизмом, чтобы каждый гражданин, который любит свою страну, обязательно присоединился к митингу и принял участие. Я хочу напомнить, что митинг мирный и носит исключительно цели для того, чтобы в нашем государстве были услышаны более широкие слои населения. Большое спасибо за внимание.